началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Не по-детски серьезные лица, а после полугодовой паузы старшеклассники вновь за партами родной школы. Начался учебный год с урока Победы. И неспроста, ведь этот день совпал еще с днем окончания Второй мировой, когда был подписан акт о капитуляции Японии. Война несется ключ, повсюду шумная тревога. Она идет как страшный меч, как злое наказание Бога. Она идет. Кто-то знает о войне из учебников по истории и документальных фильмов, а кому-то о ней рассказывали сами очевидцы. Но так или иначе, вряд ли найдется хоть одна семья, которую бы не коснулись ужасы войны. 1917 года рождения, уроженец села Гамузиво, Назрановского района Чечено-Ингушской СССР. Он окончил Харьковское военно-политическое училище 5 мая 1941 года. Вот и для Хавы Мальсаговой этот урок Победы особенный, ведь для нее это возможность поделиться историей о брате своего дедушки Абдулкериме Мальсагове. Он учился в Харьковской партийной школе, еще до войны ушел в армию, служил в киевском направлении. Через год попал в госпиталь и после пропал без вести. Пропал, но остался жить в сердцах родных. Мальсагов Абдулкерим Хаджимурадович – это наш родственник, это дядя моего отца. И про него, так как он умер, пропал без вести в августе 1942 года, я его вживую не видела, но зато я очень много знаю о нем информации. Он очень был храбрым, отважным и смелым человеком, так как он исполнил долг перед своей родиной и участвовал в военных действиях против фашистов. О героях Второй мировой и ее главных событиях сегодня говорят много, и каждый в классе уверен. Есть вещи, которые о войне должен знать каждый в нашей стране, победившей фашизм. Около 100 миллионов людей разных возрастов, разного поколения, разных наций, разной веры. И эта война привела к очень ужасным потерям. Мы должны помнить прошлое, должны изучать историю, чтобы в нынешнее время не повторять этих ошибок и жить в мире и согласии. У каждого времени есть память, имя которой история, поэтому важно не забывать трагедии, которые потрясли весь мир. Гражданский долг велит чтить память об этих людях, поэтому прививать чувство патриотизма и ответственности нужно еще со школьной скамьи, уверены и в школе. Эти люди будут знать, что есть такие ошибки, наверное, связанные с личными амбициями, с личными стремлениями отдельных личностей, но они могут привести к сотням, к миллионам смертей. Вот Вторая мировая война, она унесла же жизни не сотни людей, а десяткам миллионов людей. Об этом именно мне и хотелось сегодня еще и еще раз им повторить им это всем детям, для того, чтобы они знали, нужно каждый день учить себя, готовить себя к тому, что ты ответственен за жизнь других людей. Память о победе в Великой Отечественной войне не подвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Она будет жить вечно. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.